На данный момент в гостинице «Аса» проживают около 200 беженцев из Палестины. Посильную помощь в адаптации прибывшим оказывают как государственные органы, так и благотворительные фонды. Собираются каждый месяц, чтобы выслушать их проблемы. Сегодня на повестке несколько тем. Сначала поговорили о получении российского гражданства. Этот статус поможет решить проблемы, связанные с документами для образования и работы. Кто-то из вас по закону Российской Федерации получает гражданство сразу, кто-то получит его позже. Потому что это предусмотрено законом. Один из актуальных вопросов – образование. Матери жалуются, что их детей в садике не учат русской грамматике, переживают, что те не смогут пойти в школу. В региональном Минате заверили, что вне зависимости от уровня знаний языка все смогут сесть за школьные парты. Параллельно мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы привлечь специалистов, которые раньше работали с иностранными гражданами. Потому что наши преподаватели начальных классов говорят, что им тяжело работать с иностранцами, так как нету практики. Так, благодаря этим курсам 65 палестинских детей смогут прийти в школу уже этой осенью подготовленными. Проблемы из-за незнания русского языка возникают и у взрослых. Есть вопрос по изучению взрослыми русского языка для того, чтобы их можно было трудоустраивать. Этот вопрос решается. Были организованы курсы, но, к сожалению, оказались недостаточными. Поэтому мы планируем, что с июля месяца будут организованы дополнительные курсы для взрослых наших прибывших друзей. Боль в сердце растет каждый день из-за разлуки с семьями и любимой родиной, делятся палестинцы. В республике делают все, чтобы у них была стабильность. Матар Асаад от лица всех беженцев поблагодарил правительство региона за помощь. Они делают всего максимально для того, чтобы люди могли адаптироваться или интегрироваться в этом регионе и в этой стране. Но, к сожалению, палестинцы, которые находятся здесь, их тела находятся здесь, а голова и душа находятся в другом месте в Газе. Поэтому за счет большого стресса, который у них есть и живут с этим стрессом, у них все эти проблемы возникают каждый день. В силу того, что палестинцы являются гражданами другой страны, многие их проблемы нельзя решить за один день. Беженцев призывают быть более организованными и идти навстречу, чтобы их просьбы исполняли эффективнее. Сотрудники ФМС, сотрудники других органов, то есть здравоохранение здесь, образование здесь, чтобы они приезжали и дальше, потихоньку их адаптировали в нашей жизни. Да, к большому сожалению, это происходит очень долго. Но в силу того, что они не граждане России, а граждане другой страны, вот эти все проблемы просто это не зависящие от нас, то есть от нашего региона. А все, что в наших силах, мы делаем. Поэтому здесь больше они сами должны писать в посольство, то есть чтобы федеральный центр обратил внимание, что эти проблемы, они очень долго затягиваются. Напомним, что в начале декабря прошлого года Ингушетия стала одним из субъектов России, принявших беженцев из сектора Газа. Амина Зязикова, Акрама Дасхоев, Магаз 24.